Рад вас видеть, да, я звоню. Чисто раз видел здесь, хотел пару вопросов, как у меня есть возможность задать пару вопросов, да. По поводу СМИ появилась болеете, сейчас попали в больницу и чувствуете себя не так хорошо. Я вот впервые с вами говорю. Собственно, вы не журналист, а вы простой человек, как все-таки я, гражданин Таджикистана. Каждый у нас есть надежда, у вас, у других. Я вот стою напротив управления Республики Таджикистан. Почему? Потому что я тут должен передавать несколько бумаг министра. Это адвокатский запрос. В том числе хочу передать последний номер газеты «Голос Таджикистана». Я до этого был в России. Перед тем, что меня отправили, точнее этапировали в Таджикистан, без основания, можно сказать. Я прилетел в аэропорт Уля, это был ночь на 13-е. Все тысячи были, значит, пункты по правам человека было нарушено. Я надеюсь, что сегодня, то, что я здесь передам 3 бумаги на имя министра, и, соответственно, отдам самое главное бумагу о том, что когда и каким образом я получил паспорт Таджикистана, я никогда в глаза его не видел. Это, соответственно, центральный паспорт у нас в всю нашу республику. Надеюсь, что в понедельник сегодня работает. Встреча состоится с господином послом России в Таджикистане. Я после этой встречи, если он меня примет, это хорошо. Соблюдаю субординацию полностью. Претензий я к государственным, называемым, конкретно лицам не имею, я претензии имею к создавшейся сегодня системе. Уход Шарипова, чтобы лучше сделать будущее в России, я посмотрел по интернету, почти 80% они себя чувствуют, честно говоря, неловко. В том плане, а что завтра своей будет, если какие-то вопросы он поднимает. Я общественный деятель, посол мира, я ветеран вооруженных сил, ветеран действий. Поэтому все мои действия направлены на уровень закона. Я попросил, чтобы и Таджикистан, и Россия, и другие страны соблюдали и нарушали те же законы, которые приняты на уровне более 100 государств мира. Если мы хотим создать суверенное государство, я думаю, Таджикистан меня не бросил, я не арестован, я нахожусь здесь, я готов доказывать. Я думаю, и министр Рамазан Рахимов, и министр безопасности, они в курсе ситуации. Ну, по ходу, я думаю, что наша организация Общероссийское общественное движение, это практически не только в России, имеет статус международного. Я могу находиться в Таджикистане, отсюда выходит организация, могу поехать в Казахстан, тем более на постпространстве. Будем защищать, независимо где находимся, права наших соотечественников, трудовых мигрантов, и рабочих в России. Спасибо. Да. Сдадим бумаги, передадим наши газеты. Да. Чтобы все было хорошо у вас. У меня лично для вас эта газета когда вам отдам, потому что у меня еще есть. Это последний номер газеты. Спасибо вам. Газета была вышло, вы знаете, статья очень разные. Очень много о том, что сюда была отправлен гражданин Таджикистана, в отношении которого было совершено побои со стороны охранников торгового центра Москвы. Данная статья все говорит. Я думаю, для любого нашего министра силовых структур это есть чем заниматься в будущем. Надо заниматься. Надо любить наш народ, я его люблю. Я патриот своей родины. Да. Здоровья, удачи. Был рад вас видеть. وطن بر جلال و بشانت قسم